Притча о 10 девах. Наверное, будет интересно многим женщинам. Давайте о ней порассуждаем. С точки зрения как метафора, то, скорее всего, 10 дев – это вообще все христиане. Мгм. То есть, да даже не то, что христиане, а просто все человечество. Ведь Господь пришел спасти каждую душу. Если мы прочитаем притчу, то помним, да, историю, что были 10 дев, которые возле дома жениха Да. ожидали самого жениха. Мгм. Только 5 из них были мудрые, взяли с собой в запасе масло, Масло. Ага. а 5 были нерадивые, которые не взяли с собой запасы. И вот когда жених задержался, то у 5 закончилось масло, Мгм. и светильники их погасли. И в этот момент они попросили у 5 оставшихся мудрых дев поделиться маслом. Те им сказали: если мы с вами поделимся, то и у нас закончится, и у вас. Тогда никто вообще не попадет Мгм. на пир. И говорит: идите сами и купите, вот, пока нет жениха. Но те развернулись и ушли. И в момент, когда они отсутствовали, пришел жених, зашел с 5 мудрыми девами в дом и закрыл за собой ворота. И когда пришли вот эти 5, купив масло, они оказались вне ворот. Мгм. Постучавшись, сказали: пустите нас, мы тоже ждали тебя. Вот тогда что им сказал? Я вас не знаю, уходите. О чем это данная притча? В жизни человека, как мы говорили, даже вот христианина, да, чтобы спастись, ему в первую очередь нужно покаяться, обрести веру и эту самую веру поддерживать. Мгм. То есть вера наша в прообразе в этой притче является лампадным маслом, лампадкой вот этой Мгм. горящей. То, о чем мы когда говорили, дрова Да, подкидывай, да? да. Это То вот, есть масло лампадное – это наши добрые дела. мгм. И вообще наше усилие, которое мы проявили в течение своей земной жизни. Мгм. Научились бороться со страстями, там, научились своими вредными привычками бороться, там, старались окунуться в церковную жизнь, кому-то помочь, кого-то одеть. Вот. Те, кто этого не делал, у них как бы вера была, как вот вначале горела лампадка, Мгм. а потом в нужный момент, когда наступают какие-то испытания, то эта вера, оказывается, заканчивается. То есть она оказывается такой просто наружной Ну частью. да. Угасать И вот начинает. момент, когда приходит жених и закрывает дверь, и они потом возвращаются и говорят: пусти нас. Мгм. Он от них отрекается. Почему? Потому что человек, живя такой жизнью суетной, Так. он не уделяет места в своем сердце Ага. Господу. Ага. То есть ему не выделяется место. То есть и почему, если ты при жизни не выделил место Христу, он должен выделить место тебе? Получается, вот символ закрытых врат – это уже Царствие Небесное. как Это понимаю, да, все, это уже конец мира. То есть, а для каждого человека, как это понять, к себе отнести? Мгм. Что для тебя означает эти врата? Это смерть. Все люди умирают. И не дай бог мы окажемся после смерти за воротами. Мгм. Ну, вообще, что нужно человеку для того, чтобы он попал в ад? Ну, Да. по привычке все скажут: ну, там, воровать, злословить, там, Ага. обижать, убивать, там, еще все вот эти грехи перечислить можно, блудить, вот. А на самом деле человеку, чтобы попасть в ад, всего лишь надо быть просто бездействовать надо. Мгм. Вот он родился, вот он вырос, пошел в школу, устроился на работу, Мгм. женился, воспитал детей. Да, он слышал там про православие, он слышал про ислам, но он так, поверхностно. Ну, что, есть люди, которые верят в Бога, есть люди, которые не верят в Бога, да. Мгм. Вот. И жил себе обычной жизнью, как человек. Построил дом, посадил дерево, и все. Мгм. Вот это самое безразличие и вот это самое бездействие по отношению к своей душе, Так. чтобы ее спасти, что нужно сделать? Ты должен из кожи вон лезть. Ты должен в первую очередь научиться молиться. Мгм. Молиться надо научиться так, чтобы это было для тебя таинством. Мгм. Как и святитель Иоанн Златоуст говорит. Научитесь молиться так, чтобы для вас ваша молитва с Богом Мгм. в вашем сердце стала таинством. Научиться любить церковь,
Не просто приходить там, поставил свечку или еще как у нас привыкли это делать, да, на Радоницу, допустим, вот скоро у нас после Светлой Седмицы будет Радоница. Пришел там, пакет с продуктами положил, ну, я же пожертвовал, все. Нет, оно так не работает. Так. Надо отдавать Богу сердце. То есть Богу не нужны ваши вот эти свечи, там какие-то деньги, какие-то продукты. Это нужно для человека, который работает в храме, чтобы он просто мог жить, потому что он всю свою жизнь связал с храмом. Мгм. Вы с ним делитесь, и этим самым вы творите добрые дела. Да, и поэтому вам нужно к этому отнестись полностью, погрузиться, со всем сердцем отдавать. В общем, за всем этим стоит некий умысел, да, как бы мы должны понимать то, что мы что-то делаем ради чего-то, да? Да.